Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 23 апреля. Это у нас с вами четверг. Смотрим мы на колоде пасьянс. Почему? Потому что день у нас с вами один из самых лучших. Будет идти под влиянием аркана солнышко. А солнышко — это день радости, день позитива, день хорошего настроения, хороших новостей, развлечений, поэтому этот день очень хорошо посвящать там всяким радостям, отдыху, прогулкам, веселью, то есть, знаете, как поменьше работать. Ну, или если вам работа доставляет удовольствие, так это, конечно, работать тоже можно. Поэтому я думаю, что события должны быть плюс-минус позитивные. Единственное, что может показывать солнце, да, вот как может оно в негативном ключе проиграться, это подсвечиванием чего-то. Допустим, есть какой-то там, кто-то что-то там вас обманывает, не договаривает, скрывает от вас. Вот солнце может это показать. Опять же, я считаю это позитивом, да, потому что если кто-то от меня что-то скрывал, а я этого не знала, и солнышко мне это подсветило, то я только спасибо скажу солнышку, даже если это мне будет неприятно, да, потому что все-таки, ну, это моя такая позиция. Лучше как бы знать правду, да, и как бы быть в ведении, чем быть в неведении и думать, что все прекрасно. Поэтому тут как бы, с одной стороны, многие считают, что это негатив, но я это все равно тоже считаю позитивом. В общем, посмотрим. Карты нам уже подскажут. Так, знаете, что я забыла? Я забыла камешки. Где мои камешки? Вот они. Камешки. Сейчас я все. Поехали. Значит, первые овны. Смотрим. 23 апреля, четверг. События дня. 23 апреля, четверг, события дня. Овны. Угу. Первый домик. Обязательно со мной проверяйте. Может быть, вы какое-то событие увидите, а я нет. Будильник. И еще также смотрите по асценденту. Иногда асцендент хорошо показывает прогнозы. Даже лучше, чем солнце. Чемодан. Сердце. Расческу нельзя. Весы. Корону нельзя. Дерево. Змея. Яблоко нельзя. Солнышко. Вот оно, вот видите, совпало. Солнце выпало. Так, рыба тоже есть. Рыба. Цепь нельзя. Ключ нельзя. Бокал. Радость, застолье. Так. Ну, здесь не вижу. Значит, получается, в этот день у вас выпадают домашние дела. По времени, возможно, день будет распланирован по часам. У вас четверг. Может быть, куда-то будете на определенное время идти в этот день. Общение с друзьями, приглашение, сложный выбор, временная разлука, расставание, общение со змеей. Это с кем-то, у кого длинный язык. Радость, хорошее настроение, бокал, застолье, веселье, опять же. И рыба — это может быть скользкое дело, но так как она выпадает рядом с бокалом, рыбу мы еще иногда, знаете, часто она читается, как, например, вы где-то будете кушать какую-то очень вкусную рыбу или готовить будете, и вот рыба иногда прям таким прямым значением выпадает. Так что будем надеяться, что это будет не скользкое дело, да, какая-то очень вкусная, ну, не рыба, морепродукты, давайте так, да, назовем. Поэтому так, ну, в общем, из предупреждений время, змея и рыба. Из такого количества 3. И то это такие предупреждения, знаете, они, змея может плюсом проиграться, рыба может плюсом проиграться. Бывают, да, такие иногда дни, когда у нас, особенно когда позитивный аркан, то негативные проигрываются хорошими событиями. Благодарю за внимание. Переходим к тельцам. Так, тельцы, 23 апреля. Тельцы, события дня.
Ну что, тельцы, смотрим, как у вас пройдет четверг. У нас еще четверг — это день Юпитера, плюс солнышко. Метла, первое событие. Бокал. Либо бокал, либо еще можно месяц было соединить вместо бокала. Месяц — это события, которые имеют цикличность. Роза. Кровать. Ножницы. Периметр не вижу. Значит, тельцы, у вас раз, два, три, 5 событий. Ну, я, по крайней мере, нашла. Может, вы еще что-то увидели. Я нашла метлу. Она, ну, как бы автор обозначает это событие как ссору. Да, он вкладывал такое значение. Метла — это ссора в этот день с кем-то может быть. Но я заметила вот в процессе как бы изучения этой колоды, что метла еще иногда показывает уборку, наведение порядков. Да, вот если ты дома убираешь, в этот день может выпадать метла. Так что имейте в виду, возможно, это будет уборка. Дальше у вас выпадает застолье. Застолье, какие-то мероприятия, там, события, походы там, по ресторанам, кафе, вот это все. Бокал. Интимная связь, кровать. Свидание. То есть у вас тут, видите, в личной жизни выпала и кровать, и роза. Еще роза может показывать приятную встречу. Например, приятная встреча где-то в кафе, в ресторане. И решение вопроса. Ножницы, но это именно больше связано с работой, с делами, ножницы. Так что у вас и вопрос решится, и где-то посидите, и в личной жизни все хорошо. Ну вот единственное, под вопросом метла, как она проиграется. Ну, если что, да, то вы должны как бы постараться избежать этой ссоры, потому что если мы понимаем, что конфликт возможен, то мы можем, в принципе, его при желании избежать. Ой, еще не сказала, тельцы, у кого день рождения 23 апреля, я вас поздравляю, у вас начинается очень крутой год. Этот год будет идти под арканом Солнца. Это вообще считается, вы знаете, такой, может быть, один из самых ярких годов жизни. То есть в этот год происходят у нас часто свадьбы, рождение детей, там, покупки первой недвижимости. То есть происходят какие-то такие события, которые вот потом всю жизнь не забываются. Ну, бывает, конечно, что проходит просто как-то год так спокойно, радостно, беспроблемно. Но, ну, вот если брать у меня последние, да, там, несколько раз, то в один год у меня был, получается, брак, рождения ребенка было, а вот последний раз, ну, просто был хороший год. Ремонт, да, начала делать. То есть солнце — это еще исполнение желания, то, чего ты хочешь. Поэтому вот, как бы, скажем так, те два у меня ярко проигрались. Ну, вот последний раз так. Ну, не так ярко, но все равно достаточно такой хороший был год. Так что вас ждет хороший год. С чем я вас и поздравляю. Смотрим дальше. Близнецы. Так, близнецы. 23 апреля. События дня близнецы. Четверг. Как пройдет для близнецов четверг? Чемодан. Череп. Ну, пока как-то не очень весело. Дерево. Чашка чая. Лавровый венок хорошо. Молния. Лебедь. Роза. Но здесь не вижу.
Значит, смотрите, что у нас тут с вами выходит. Первое событие. Временная разлука, расставание с кем-то может быть в этот день. Вопросы со здоровьем, череп, возможно, ухудшение самочувствия. Гости, приглашения. Свидание, приятная встреча. Успех в работе, в делах. Гармоничные отношения в паре и какие-то ошеломительные новости по молнии. Знаете, как гром среди ясного неба. Бабах, вот эта информация, да, вот как обухом по голове. Вот это вот про молнию. Так что из предупреждений череп, здоровье, временная разлука. И вот эта информация, потому что она пока непонятна какая. То есть она человека ошарашит, а это будет плюс или минус. Но рядом хорошие события выпали. Возможно, это как-то вот будет связано с успехами в работе. Ну, может быть. Ну, дай бог, да, чтобы была вот какая-то такая классная новость, которая вас удивит. Удивит с хорошей точки зрения. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. Сейчас будем смотреть, что у раков. «23 апреля». 23 апреля. События дня раки. Четверг раки. Угу. Первое сразу же выпадает мечи. Ну, как-то не очень хорошо. Ага, еще расческа. Ну, что же это такое, раки? Такой хороший день. Позитивный, солнечный. А у вас тут мечи и расческа. Да еще и колодец. Что ты будешь делать, называется. Я догадываюсь, с чем это связано. Сейчас потом расскажу. Угу, да, я так и думала. Вот хотела посмотреть, выпадет, да, и выпала. Новость. Это будет связано с информацией, которая подсветится. Угу, и подарочек. Ну, хоть что-то приятненькое. Так, теперь смотрим здесь. Рыбу нельзя. Ключ. Угу, ключ хорошо. Ну, все в ваших руках, понимаете. Вы можете избежать и неприятностей, и конфликта. Все в ваших руках. И здесь нет. Значит, первые события, которые выпали, негативные 3. Конфликт, выяснение отношений, неприятность и разочарование. Ну, то есть, понятно, происходит неприятность какая? Выяснение отношений с последующим разочарованием по этому колодцу. Почему это происходит? Потому что открывается какая-то информация, появляется новость. Письмо – это новости, сообщение, информация. А я в начале видео говорила, что вот в негативном значении солнце проигрывается. Это когда что-то подсвечивается, что-то, что вы не видели, не знали, вы это узнаете, и это может быть неприятно. Да, вот эта информация, она может быть негативная. Вот у вас, скорее всего, так и проиграется. Но в ваших руках ключ, да, то есть в ваших руках, как вы отреагируете на эту ситуацию. Вы можете расстроиться, разочароваться, понятное дело, но можете просто спокойно воспринять это и все. Ну что, ну так уже, ну что ты с этим поделаешь. Поэтому ключ все в ваших руках. А дальше приглашение еще у вас может быть и подарки. Приглашение, подарки, но опять же, допустим, это вы можете куда-то пойти по приглашению с подарком в этот день. Или вам кто-то сделает какой-то подарочек. Ну, в общем, тут не знаю, как проиграется, но вот это 2 события хороших. Такая информация для вас. Поэтому, к сожалению, что-то вы, скорее всего, узнаете в четверг, что вам может не понравиться. Благодарю за внимание. Переходим к львам. Смотрим левушки. Левушки куда-то поскакали. 23 апреля. Львы. События дня.
Так, львы, четверг. Угу. Конфликт и подсвечник. Может быть, надежда на то, что какой-то конфликт разрешится. Угу. Ножницы, да, вижу. Угу. Расческа. Шарики. Угу. Солнце. Супер. Совпало у вас. Солнышко. Карта дня солнца и события солнца. Радость рядом с кроватью у вас выпадает. Так. Чашку нельзя. Здесь нет. Чемодан. Конфликт может быть связан с либо конфликт с человеком, с которым в разлуке, либо конфликт из-за какой-то разлуки, либо конфликт приведет к разлуке. Так, и здесь еще есть цыпленок. Значит, теперь рассказываю, что выпало вам, какие события. Первое, надежда на этот день у вас будет, на что-то будете надеяться. Дальше, может быть, с кем-то конфликт, выяснение отношений, мечи, да, скрещенные мечи. Чемодан, временная разлука, расставание, неприятность. Ну, неприятность, скорее всего, это вот это моя есть, мечи. Дальше, из хороших событий выпали решение вопроса, ножницы, очень позитивные, радостные новости, шарики, солнце, радость, интимная связь, кровать и семейная жизнь, время, проведенное с семьей, цыплята. То есть вот тут, видите, вторая половина дня прям хорошая. В первой может быть какой-то конфликт и неприятность. Ну, как-то к вечеру все, видите, рассосется, может быть, там помиритесь, и все будет хорошо. Благодарю за внимание, львы. Переходим к девам. Так, девы. 23 апреля. Девы, четверг, 23 апреля, события дня. Да, яблоко. Вроде как внутренняя, да, чуйка говорит, здесь, а глаза не видят. Весы. Тоже есть. Есть, да, вот есть ощущение, понимаете, что вот что-то есть. Угу. Чемодан, замок. Ну, давайте еще тут посмотрим. Не вижу. Нет. Здесь тоже не вижу. Получается, слезы. Яблоко выпадает первое. Но слезы могут быть и радостью. Поэтому тут как бы под вопросом, что это за слезы. Сложный выбор будет в четверг. Сложный выбор. Временная разлука, расставание с кем-то может быть. И либо наоборот встреча после разлуки. И откроется тайна. Вот в вашем случае солнце проиграется, как открывается то, что было от вас скрыто, закрыто по замку. Вот у вас так проиграется. Видите, узнаете какую-то тайну. Откроется какая-то тайна. Так что такая информация для вас на четверг. Благодарю за внимание, девы. Переходим мы к весам.
Так, весы. 23 апреля. Весы. События дня. Весы, смотрим, четверг. Угу. Есть флаг и есть цепь. Угу, мешочек есть. Угу. Так, слезы. Сейчас проверю еще горизонталь, вертикаль. Есть колодец. Время. Будильник. Здесь нет, здесь нет. Значит, смотрите, первое событие, победа, успех в работе, в делах, возможно, в решении какого-то вопроса. Выпала цепь, это нерешенный вопрос, тянется давно, долго. Видите, и победа в этом вопросе. Дальше финансовые какие-то расходы, доходы, покупки, то есть что-то связанное с деньгами события. Чаще расходы по мешочку. Слезы. Сильные переживания. Выпало и колодец, и яблоко. То есть это будут какие-то сильные переживания в этот день. То есть из-за кого-то, из-за чего-то, я не знаю. Иногда это даже нас не касается. Это может быть там в целом что-то происходит там у знакомых, там в целом, может быть, в стране какая-то ситуация. Вот, то есть тут что-то вас может разочаровать. И будильник в этот день, возможно, опять же, со временем будут сложности. Какие-то встречи там приходится переносить, что-то откладывать, куда-то где-то вы там спешите. То есть со временем тоже будьте осторожны в этот день. Может быть, разочарование из-за времени, потому что что-то не успели, как вариант. То есть я тут как бы не могу вам сказать, как они проиграются в итоге. Ну, из хорошего это, конечно, победа в работе, в делах в этот день. Благодарю за внимание и переходим к скорпионам. — 23 апреля, скорпионы, события дня. Так, смотрим, скорпиончики, четверг, как для вас пройдет. О, первая роза. Книга. Угу. Сердце. Ножницы. Кстати, хорошо, когда выпадает книга и ножницы. Хорошее сочетание. Угу. Бокал. Так, ну я больше не вижу. Значит, смотрим, что выходит. Роза – это свидание, либо приятная встреча в этот день с кем-то. Посещение госучреждения, решение вопросов в этом госучреждении. Ножницы. Общение с друзьями.
и бокал застолья. Поэтому тут у вас либо вы с друзьями встретитесь, хорошо проведете время, либо с любимым человеком. То есть в четверг какие-то посиделки будут. Так что у вас вообще плохих событий не выпало. Хорошо проводите время с близкими, плюс еще решение вопросов. Суперский день. Благодарю за внимание. Переходим к стрельцам. Так, стрельцы. 23 апреля. Стрельцы. События дня. Смотрим стрельцы. Ключик. Угу. Подсвечник. Венок. Шарики. Маска. Лебедь. Угу. Удача. Подкова. Бокал нельзя. Корону нельзя. Здесь нет. Значит, смотрите, ключ показывает, что в этот день все в ваших руках. Вот как вы захотите, так и будет. И еще ключ может показать, что перед вами могут открываться какие-то новые двери, появляются новые возможности. Надежда, успех в работе, в делах, удача, хорошие новости, гармоничные отношения в паре. И единственное такое не очень приятное событие выпало – это маска, обман. Опять же, солнце показывает, что тот человек, который был в маске, тот, кто вас обманывал, да, ну, эта маска слетит. Солнце как бы уберет, и вы увидите правду. Вы увидите, что человек вас обманывал. То есть откроется какой-то обман, возможно, в этот день. Еще, кстати, иногда маска может показывать, например, посещение кинотеатра, театра. То есть мы посещаем место, где люди играют какие-то роли. Так что вот может еще таким образом проиграться. В общем, у вас день хороший, потому что и новости, и удача, и успех в делах. То есть в целом больше позитива, да, чем негатива. Благодарю за внимание, стрельцы. Переходим к козерогам. Так, козероги. 23 апреля. События дня, козероги. Козерожки. Угу, хорошо. Флаг, первое событие. Маска. Маска и кровать выпала. Может, какие-то игры, игрища. Что больше ничего не показывают. А, рыба еще есть. Скользкое дело. Ну, скользкое дело и обман такое себе, конечно. Так, также есть дом. Дом. Якорь есть. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, козерожки, точно у вас будет победа в работе, в делах в этот день. Интимная связь может быть, ну, кровать, да, либо там разговоры, мысли об этом, домашние какие-то дела, дом, маска, обман.
И рыба — скользкое дело, поэтому это может быть одно событие. Еще маска может проигрываться, допустим, если позитивным значением, то это посещение косметолога, либо, например, посещение там какого-нибудь театра. Якорь — остановка надолго. То есть, скорее всего, что вторая половина дня по якорю вы где-то в одном месте находитесь. Видите, нету событий никаких. Ну и как бы вот рыба — это, понимаете, вот скользкое дело. Кто-то вокруг вас там будет крутиться, вертеться с какими-то мутненькими историями. Там будьте начеку в этот день, козероги. Благодарю за внимание. Переходим к водолеям. А, 23 апреля. Водолей, четверг, события дня. Угу. Так, подсвечник. Угу. Маска. Да что ж эта маска преследует нас? Угу. Так, роза. Колокольчик. Угу. Свиток. Так, есть еще замок. Здесь нет. Значит, смотрите. Выпадает на этот день надежда какая-то. Скорее всего, возлагаете какую-то надежду на четверг. Дальше маска. Это может быть обман. Или, допустим, если кто-то вас обманывал в вашем окружении, то по солнцу маски будут сорваны, и вы узнаете об обмане. Приятная встреча, роза, разговоры, болтовня, возможно, болтовня на этой встрече. Деловая встреча, свиток. И смотрите, и выпал как раз замок. А замок — это открытие тайны, то есть открытие того, что от вас-то вот было спрятано, закрыто. Я думаю, что откроется вот этот обман. И солнце в данном случае именно так и проигрывается. Прояснением какой-то ситуации, где вы чего-то не замечали, не видели. Поэтому вот такая информация для вас на четверг. Благодарю за внимание. Переходим к рыбкам. — 23 апреля. Рыбы. События дня. Угу. Подарочек. Смотрите, выпадает вам первое событие хорошее в четверг. О, еще и свиток. Ой, этот, господи, лавровое вино, говорю, свиток. Смотрю на свиток и говорю, свиток. Угу. Месяц есть. Маска. Ну, я надеюсь, что у нас в этот день с вами маска будет проигрываться как поход по театрам и кинотеатрам, а не как обман. Роза. Цыпленка нельзя. Здесь нет, нет, нет. Значит, рыбки, смотрим. Получается, в этот день, четверг, у вас может быть подарочек. Допустим, вы подарите, вам подарят подарок, презент какой-то, бонус. Успех в работе, в делах у вас может быть. Приятная встреча.
событие, которое имеет цикличность и происходит каждый месяц, скорее всего, да, вот в этих числах, приблизительно 20-х. И единственное негативное событие – это маска выпала. Маска – это обман, то есть может открыться какой-то обман в этот день, если от вас кто-то что-то утаивал, скрывал, то вы об этом узнаете. Но иногда еще маска проигрывается, да, вот особенно когда у нас позитивные арканы выпадают. Это может быть поход к косметологу на какую-то масочку, может быть, сами себе дома устроите там, да, косметологию. Это может быть в том числе театры, кинотеатры. Да, вот мы идем куда-то, где люди играют роли. Что это? Ну и все в таком духе, скажем так. Вот маска еще может проигрываться вот такими какими-то способами. И я надеюсь, что именно в этот день она у нас с вами так и проиграется. Да, вот не обманом. Хотя, с другой стороны, если нас кто-то обманывал, и мы это узнаем, это тоже хорошо, согласитесь. Да, это лучше знать правду, чем жить в неведении, да, и там ходить с этой лапшой на ушах. Поэтому будем считать, что это тоже хорошее событие, если вы узнаете правду. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.